Здравствуйте, дорогие ребята! Геометрия 10 класс, урок 4. Параллельность плоскостей. Сегодня на уроке нам предстоит ввести понятие параллельных плоскостей, доказать признак параллельности двух плоскостей, сформировать навыки применения этого признака при решении задач. Мы знаем, что если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой. Об этом гласит аксиома А3. Отсюда следует, что две плоскости либо пересекаются по прямой, либо не пересекаются, то есть не имеют ни одной общей точки. Итак, определение. Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. По аксиоме А3 плоскости пересекаются по прямой, но возможен еще один случай взаимного расположения двух плоскостей, если они не имеют общей точки. Обратим внимание на следующую схему. Плоскости либо пересекаются, либо параллельны. Итак, признак параллельности плоскостей. Дано. Альфа пересекает плоскость бета в точке М. А принадлежит альфа. Б принадлежит альфа. А1 пересекает Б1. А1 принадлежит бета. Б1 принадлежит плоскости бета. А параллельно А1, прямая Б параллельно прямой Б1. Требуется доказать параллельность плоскостей альфа и бета. Доказательство проведем от противного. Пусть альфа пересекает бета по прямой С. Тогда А параллельно бета, А содержится в альфа, альфа пересекает бета по прямой С. Значит, А параллельно С по утверждению 1. Второе. Б параллельно бета. Б содержится в альфа. Альфа пересекает бета по С. Значит, Б параллельно С. И третье. Имеем, что А параллельно Б, то есть через точку М проходят две прямые А и Б, параллельные прямой С. А здесь мы получили противоречие. Значит, наше предположение неверно. А значит, альфа параллельно бета. Теорема доказана. Еще один признак параллельности плоскостей. Дано. М пересекает N в точке К. Прямая М принадлежит плоскости альфа. N также принадлежит плоскости альфа. М параллельно бета. N параллельно также бета. Требуется доказать, что альфа параллельно бета. Итак, доказательства. Допустим, что альфа и бета не параллельны. Тогда они пересекаются по некоторой прямой С. Так как m параллельно бета и n параллельно бета, то по утверждению 1 m параллельно c, n параллельно c. Получаем, что через точку К проходят две прямые, параллельные прямой С. А это невозможно по теореме о параллельных прямых. Также получили противоречие. Значит, альфа параллельно бета. Итак, рассмотрим задачу. Дано. Отрезки А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 не лежат в одной плоскости и имеют общую середину, точку О. Требуется доказать, что плоскость А1, Б1, С1 параллельна плоскости А2, Б2, С2. Доказательства. Первое. А1, А2 и Б1, Б2 лежат в одной плоскости по следствию из аксиомы А1. Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.
А1, Б1, А2, Б2 является параллелограммом. Диагонали четырехугольника пересекаются и в точке пересечения делятся пополам. Следовательно, А1, Б1 параллельно А2, Б2. Второе. Аналогично А1, А2 и С1, С2 лежат в одной плоскости. А1, С1, А2, С2 также является параллелограммом. Отсюда следует, что А1, С1 параллельно А2, С2. И, наконец, третье. Б1, А1 пересекает А1, С1 в точке А1. Б2, А2 пересекает А2, С2 в точке А2. По признаку параллельности плоскостей А1, Б1, С1 параллельно плоскости А2, Б2, С2. В следующей задаче дано треугольник АДС. Точка Б не принадлежит плоскости АДС. М, Н и П середины сторон БА, БС и БД соответственно. Площадь треугольника АДС равна 48 см в квадрате. Требуется доказать, что плоскость МПН параллельна плоскости АДС. Также требуется найти площадь треугольника МНП. Итак, решение. В треугольнике АБД МП средняя линия. МП параллельно АД. В треугольнике БЦД ПН средняя линия. ПН параллельно ДС. МП пересекает ПН в точке П. АД пересекает ДС в точке Д. По признаку параллельности двух плоскостей плоскость МНП параллельна плоскости АДС, что и требовалось доказать. Переходим ко второму вопросу. Угол НМП равен углу САД. Угол МНП равен углу АЦД. Как углы с сонаправленными сторонами, поэтому треугольник МПН подобен треугольнику АДС по двум углам. Отсюда следует следующее отношение. Площадь треугольника МПН относится к площади треугольника АДС как МНКЦ в квадрате по теореме об отношениях площадей подобных треугольников. Отсюда получаем, МН относится к АС как 1/2 по свойству средней линии треугольника. Площадь треугольника МПН относится к 48 как 1/2 в квадрате. 4 площади треугольника МПН равны 48. Отсюда площадь треугольника МПН равно 48 разделить на 4. Получаем 12 сантиметров в квадрате. Итак, ответ задачи 12 сантиметров в квадрате. А сейчас попробуем ответить на вопросы, заданных в форме истина-ложь. После того, как вопрос будет задан, постарайтесь отметить для себя вариант ответа «да» или «нет». И по окончании урока мы проверим, насколько внимательны вы были при изучении нового материала. Итак, первый вопрос. Могут ли прямая и плоскость не иметь общих точек? Вопрос номер 2. Верно ли, что если две прямые не пересекаются, то они параллельны? Вопрос номер 3. Плоскости альфа и бета параллельны. Прямая М лежит в плоскости альфа. Верно ли, что прямая М параллельна плоскости бета? Вопрос 4. Верно ли, что если прямая А
параллельно одной из двух параллельных плоскостей, с другой плоскостью прямая А имеет только одну общую точку. Пятый вопрос. Боковые стороны трапеции параллельны плоскости альфа и плоскости трапеции. Вопрос номер 6. Верно ли, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, параллельна другой плоскости? Седьмой вопрос. Верно ли, что линия пересечения двух плоскостей параллельна одной из этих плоскостей? Вопрос номер 8. Верно ли, что любые 4 точки лежат в одной плоскости? Вопрос номер 9. Верно ли, что если две стороны треугольника параллельны плоскости альфа, то и третья сторона параллельна плоскости альфа? Верно ли вы ответили на заданные вопросы, мы узнаем по окончании урока. Итак, существование плоскости параллельной данной плоскости. Теорема. Через точку вне данной плоскости можно провести плоскость, параллельную данной, и притом только одну. Итак, доказательства. Проведем в данной плоскости альфа какие-нибудь две пересекающиеся прямые А и Б. Через данную точку А проведем параллельные им прямые А1 и Б1. Плоскость бета, проходящая через прямые А1 и Б1, параллельна плоскости альфа. Допустим, что через точку А проходит другая плоскость бета1, тоже параллельная плоскости альфа. Отметим на плоскости бета1 какую-нибудь точку С, не лежащую в плоскости бета. Проведем плоскость гамма через точки А, С и какую-нибудь точку Б плоскости альфа. Эта плоскость пересечет плоскости альфа, бета и бета1 по прямым Б, А и С. Прямые А и С не пересекают прямую Б, так как не пересекают плоскость альфа. Следовательно, они параллельны прямой Б. Но в плоскости гамма через точку А может проходить только одна прямая, параллельная прямой Б. То есть мы пришли к противоречию. Значит, теорема доказана. Итак, рассмотрим следующую задачу. Докажите, что через две скрещивающиеся прямые можно провести параллельные плоскости. Итак, дано. А и Б скрещивающиеся, требуется доказать, существуют альфа, содержащая прямую А, и бета, содержащая прямую Б, такие, что альфа параллельно бета. Итак, решение. Пусть А и Б данные скрещивающиеся прямые. Через произвольную точку прямой А проведем прямую Б', параллельную прямой Б. А через произвольную точку Б проведем прямую А', параллельную А. Теперь проведем две плоскости. Одну через прямые А и Б', а другую через прямые Б и А'. Итак, по теореме эти плоскости параллельны. В первой из них лежит прямая А во второй прямая Б. Рассмотрим следующую задачу. Плоскости альфа и бета параллельны плоскости гамма. Могут ли плоскости альфа и бета пересекаться? Итак, решение. Плоскости альфа и бета не могут пересекаться. Если бы плоскости альфа и бета имели общую точку, то через эту точку проходили бы две плоскости альфа и бета, которые были бы параллельны плоскости гамма. А это противоречит теореме. Итак, вернемся к нашим вопросам. Могут ли прямая и плоскость не иметь общих точек?
Ответ – да. Верно ли, что если две прямые не пересекаются, то они параллельны? Ответ – нет. Плоскости альфа и бета параллельны, прямая М лежит в плоскости альфа. Верно ли, что прямая М параллельна плоскости бета? Ответ – да. Четвертый. Верно ли, что если прямая А параллельна одной из двух параллельных плоскостей, то с другой плоскостью прямая А имеет только одну общую точку? Ответ – нет. Пятый вопрос. Боковые стороны трапеции параллельны плоскости альфа и плоскости трапеции. Ответ – да. На шестой вопрос. Верно ли, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, параллельно другой плоскости? Отвечаем нет. Седьмой вопрос. Верно ли, что линия пересечения двух плоскостей параллельна одной из этих плоскостей? Ответ нет. Восьмой вопрос. Верно ли, что любые четыре точки лежат в одной плоскости? Ответ нет. И, наконец, девятый вопрос. Верно ли, что если две стороны треугольника параллельны плоскости альфа, то и третья сторона параллельна плоскости альфа? Ответ – да. Рассмотрим следующую задачу. Дано альфа параллельно бета, а параллельно альфа. Требуется доказать альфа параллельно бета или а содержится в бета. Итак, решение. Пусть а не параллельна бета, тогда она пересекает бета, а значит пересекает альфа. Значит, предположение неверно, то есть или а параллельно бета, или а содержится в бета. Следующая задача. Дано альфа параллельно бета. Точка А принадлежит плоскости альфа. Точка А также принадлежит прямой А. Прямая А параллельна плоскости альфа. Требуется доказать, что прямая А содержится в плоскости альфа. Итак, решение. Мы знаем, что если некоторая прямая А пересекает плоскость альфа, то она пересекает также любую плоскость, параллельную альфа. Если А не параллельна бета, то она пересекает бета, а значит и плоскость альфа. А по условию А параллельна бета, значит прямая А не может пересекать плоскость альфа. И так как она имеет с плоскостью альфа общую точку А, то А содержится в плоскости альфа. В следующей задаче две стороны треугольника параллельны плоскости альфа. Нужно доказать, что и третья сторона параллельна плоскости альфа. Итак, дано треугольник ABC, АБ параллельно альфа, BC параллельно альфа. Доказать, что АС также параллельно альфа. Итак, решение. Если две пересекающиеся прямые плоскости ABC параллельны плоскости альфа, то плоскость ABC параллельна альфа. Так как АС содержится в плоскости ABC, то плоскость ABC параллельна плоскости альфа. То АС параллельна альфа, что и требовалось доказать. Плоскости альфа и бета параллельны. Прямая М параллельна плоскости бета. Итак, дано. Плоскость альфа параллельна плоскости бета. М содержится в альфа. Доказать, что М параллельна бета. Итак, решение. Пусть М не параллельна бета. М пересекает бета в точке К. К принадлежит бета. Итак, К принадлежит бета, К принадлежит альфа, так как М принадлежит альфа, следовательно, альфа пересекает
бета. Получили противоречие условию, что альфа параллельно бета. Следовательно, М параллельно бета, что и требовалось доказать. Итак, подведем итоги и закрепим пройденное. Сегодня мы на уроке ввели понятие параллельных плоскостей, доказали признак параллельности двух плоскостей, сформировали навыки применения этого признака при решении задач. Спасибо за внимание, и на этом наше занятие подходит к концу. Всем до свидания.